أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Вспомним несколько аятов из суры Аараф. Аараф, 7 по счету сура. Аллах сказал: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Всевышний Аллах сказал истину, довел эту истину до нас его благородный посланник, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не убавляя и не добавляя, мы это услышали и являемся одними из свидетелей. Сура Аараф, 7 сура, 10 и ниже аяты. Аллах напоминает о великих своих благах и говорит: «Валакад макканнакум фил ард». Воистине мы создали для вас условия на земле. «Ваджаальна лакум фиха ма'аиш». И дали для вас условия жизни. Вот, альхамдулилля, на планете Земля можно легко жить, существовать, развиваться. Есть гравитация, есть трение, есть отталкивание воды. Есть закон аэродинамики. Все эти законы установил Аллаху Та'аля. Ученые их открывают и, опираясь на эти знания, на эти законы, формируют те или иные техники, технологии. Вот, раньше, если ездили на ишаках, на лошадях, теперь ездим на автомобилях. Завтра, может быть, на каких-то, Аллаху алям, летающих аппаратах будем доезжать. И все это для чего? Чтобы мы были благодарными. И Аллах говорит: «Калилян ма ташкурун», как же мало вы благодарите. Калилян ма ташкурун, очень мало вы благодарите. О Аллах, сделай нас благодарными. «Валакад халакнакум», воистину мы создали вас. «Thumма савварнакум», придали затем вам облик. «Thumма кульна лиль малаика», затем сказали ангелам.
«Усджуду ли Адам», делайте поклон Адаму, «Фасаджаду», и они сделали поклон, земной, саджда, «Илля Иблис», кроме Иблиса, «Лям яку минас саджидин», он не был из числа тех, кто совершил поклон. Эта история часто в Коране упоминается, Аллах часто нас возвращает к основам нашим, к нашему отцу Адаму, алейхиссалям, потому что человек как дерево, если у дерева есть крепкие корни, оно, иншаллах, не подвергнется влиянию ураганов, влиянию окружающей среды, будет крепко стоять, и у него будет твердый ствол, и ветки будут высоко в небе, и он будет давать хорошие плоды. Если же дерево не имеет основ, не имеет крепкого корня, то ураган, ветер, зной, холод может его сломать. Вот поэтому надо помнить, откуда мы пришли, чем мы были и куда возвращаемся, чем станем. Дай Аллах быть праведниками. Значит, Аллах нас создал, дал облик, велел ангелам совершать поклон нашему отцу Адаму, алейхиссалям. Ангелы тут же подчинились, и среди них в этот момент был тоже Иблис. Иблис, он не ангел, он джин, но из-за знаний, из-за большого количества поклонений, как пишут ученые, Аллах возвысил его на уровень ангелов. Аллаху алям, говорят, что раньше имя у него было другое, Азазиль, некоторые говорят Харис, Аллаху алям. Но так или иначе, на данный момент его зовут Иблис. Иблис от слова «абляса юблису иблисен», потерявший надежду. Потерявший надежду. Поэтому надежду мы никогда не теряем. Говорят, надежда умирает последней. Мы говорим, надежда не умирает. Она всегда у нас есть. «Валям якун минас саджидин», он не был из числа покорившихся, из числа подчинившихся. «Каля ма ман'ака алла тасджуд», Аллах у него спросил, что помешало тебе совершить земной поклон? «Ид амартук», ведь я тебе это приказал. Когда я тебе приказал, почему ослушался? «Каль», Иблис ответил, «Ана хайрун минху», я лучше, чем он. И это обоснование у него какое? «Халяктани мин нар», ты создал меня из огня. «Ва халяктах мин тин», и создал его из глины. Аллах ответил ему, «Фахбит минха», спускайся отсюда, с этого высокого места, «Фама якуну ляка ан татакаббар фиха», не следует тебе здесь высокомерничать. «Фахруджь», выходи, «иннака минас сагирин», ты из числа униженных. Вот что помешало Иблису? Это высокомерие, это кичливость, это ослушание, привело его к ослушанию. Я лучше, я лучше, я лучше. Почему лучше? Я вот из такого-то племени, я из такого-то рода, я из такого-то народа, они второй сорт, они заблудшие и так далее. Все такие убеждения есть, это шайтанские убеждения, опасные убеждения. Высокомерных Аллах не любит, кичливых Аллах не уважает. Высокомерие, кичливость, гордость – это качество свойственное Аллаху, Он этого заслуживает. Все остальные мы слабые, кушаем, пьем, извините меня, какаем, спим, болеем, рождаемся, умираем. Все мы слабые, Аллах только живой, вездесущий, папа, мама нет, детей нет, ни в ком, ни в чем не нуждается. Все остальные слабые и нуждаются в милости Аллаха Субхану Тааля. «Каля фахбит минха», Аллах ему сказал, спускайся отсюда, «фама якуну ляка ан татакаббара фиха», не следует тебе здесь высокомерничать, «фахруджь», выходи, «иннака минас сагирин», ты из числа униженных. «Каль», шайтан, на это что сказал? Сказал, «анзирни», дай мне отсрочку. «Иля яуми юба'аthун», до того дня, когда они воскреснут. Аллах им ответил, «Иннака миналь мунзарин», ты среди тех, кому дана отсрочка. Аллаху алям, значит, есть еще кто-то, кто так долго живет, кроме Иблиса, кроме шайтана.
те, кто живет долго. Каль, и, казалось бы, надо воспользоваться этим. Это отсрочкой для чего? Для того, чтобы покаяться, ведь Аллах Тауаб, Гафур, да, исправиться. Шанс дается. А он говорит: «Фабима ахвайтани», за то, что ты меня ввел в заблуждение. «Ля-акуданна лахум сиратакаль мустаким», я обязательно буду сидеть у них на прямой твоей дороге. Каяться не собирается он. Не собирается. Буду, говорит, сидеть. Зачем? С какой целью сидеть? «Сумма лаатияннахум», я буду приходить к ним, мин байни айдихим, спереди, ва мин хальфихим, сзади, ва ан айманихим, и справа, ва ан шамайлихим, и слева. «Ва ла таджиду аксарахум шакирин», и большинство из них ты не найдешь благодарными. Значит, шайтан сидит на дороге Аллаха, на прямом пути, и бросает мысли. Не спеши, ты еще молодой, успеешь завтра, послезавтра, на пенсии, через год. Зачем тебе это надо? Живем один раз, надо от жизни все попробовать. Ну, всякие такие дурные мысли подкидывает. Такой себе план построил шайтан. Каль, Аллах ему ответил: «Ухруджь минха», выходи отсюда, выходи из этого высокого положения, из рая, маз'умам мадхура, в униженном, опозоренном положении. И знай, ляман табиака минхум, воистину те, которые последуют за тобой из них, ля джаханнама, я обязательно заполню гиену, минкум, вами, аджмаин, всеми. Никто ответственности не избежит. Не избежит. Поэтому надо врага знать в лицо. Наш враг — это Иблис, шайтан. И действовать всегда наоборот. Если говорит: не бери тахарат, брать надо. Если говорит: спи 5 минут, еще у тебя времени много, надо вставать. Если говорит: посмотри, какая красавица идет, надо сказать: боюсь Аллаха, опустить глаза. И так далее, и тому подобное. Вот. И ни в коем случае, конечно же, не высокомерничать. Высокомерие, кичливость — это свойственно шайтану. Этого надо остерегаться, ибо именно это его сбило с прямого пути, хотя он был приближенным, был среди ангелов. Ну и надо видеть все, видеть, не видеть, но ощущать, мы это так и так видим, ощущать и осознавать блага, в которых мы, можно сказать, купаемся. Да? Альхамдулилля, Аллах дал нам здоровье, благополучие, своими глазами видим, своими ногами пришли, своим носом дышим, своими руками берем книгу в руки и так далее. Очень много благ. Надо стараться быть благодарным. Ибо шайтан себе поставил цель большинство из людей сделать неблагодарными. «Валя таджиду аксарахум шакирин». И кафир — это тоже неблагодарный перевод. Кафир. Кафир неблагодарный, или тот, который пытается затмить истину. Пусть Аллах нас сохранит от куфра, от язычества, от многобожия, от безбожия, от лицемерия, от неблагодарности и других негативных качеств. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Аллахумма инна на'удhu бика ан надилля ва нудалля ва назилля ва нузала ва назлама ва нузлама ва начала ва ючала алейна. Аллахумма я мукаллибал кулуб, тhabбит кулубана аля диник.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا عزيز يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.